август. 27 лет прошло. А что произошло 27 лет назад, деда? Историю знать надо, Ахмат. Ровно 27 лет назад, в 1999 году, в августе, к нам пришли враги с оружием. Многие потеряли своих близких и родных. А все почему? Враги нашей религии пользуются отсутствием знаний нашей молодежи и учат ее радикальным взглядом. А как мне узнать, где правильно? В книгах пишется, что религия – это знание. Так смотри же, у кого берешь религию. Не по телефону, потому что ты не знаешь, где они учились, кто они, чему они учат. А, я вспомнил. Наша учительница рассказывала работника с Навалака. Он защищал нашу родину, и в честь него назвали школу. Да, террористов убили много, алимов, полицейских и других гражданских людей. Много убили. Но такие герои, которые защищают нашу религию и нашу родину, были, есть и будут. О, машина за нами приехала. Ну, поехали. Встретись со своим двоюродным братом. Он тебе тоже будет очень рад. На велосипеде же умеешь кататься? Да. Ходить по канату так же легко, как на велосипеде кататься. Руки, не отпускай, ногу выпрями. Во, вот так, ногу в сторону. И голову не отпускай, вот туда дальний угол смотри, балансируй ногами. И эту ногу выпрями параллельно. Руки должны быть всегда выше плеч, не отпускай их. Все, держи баланс. Вижу, ты уже устал. Пойдем порыбачим. Немножко успокоишься. Скоро деда приедет. Я хотела его обрадовать, пройтись по канате. Не переживай, все получится. Наше дело делать, а результат от Всевышнего. Вот скажи, если я эту удочку не закину в море, разве рыба сама выпрыгнет к нам? Вот здесь также. Надо стараться, а результат от Всевышнего. Я думаю, дедушка больше обрадовался бы, если ты научился бы читать Коран на летних курсах. А ходить по канату, иншаллах, я тебя научу. Знаешь, было много праведников, которые в детстве ходили по канату. Один из них говорил: по канату-то я смогу пройти. Смогу ли я пройти по мосту Сиратов? Поверь, там намного сложнее. Пусть Всевышний укрепит твою ногу, Мухаммад. Аминь. И ваши тоже, дядя Камиль. Аминь, аминь. О, вот она, попала. Так, ну что, готовы? Оно во всех делах. Ведь судит по нему Аллах. И без него сказать неловко. Наш пост – простая голодовка. Ну что, вас ждет сюрприз на строящую территорию духовного центра, и вас ждет главный канатоходец нашей страны Камиль Мамаев.
приятно вспомнить. Очень. И тем, кто помогает нам, им тоже приятно вспомнить, потому что воспоминания – это самые драгоценные моменты нашей жизни. Но стройка-то нашей школы продолжается. Школа или мадресе? Мадресе – это арабское слово, которое означает «школа». А в нашей школе будут учить не только духовным наукам, но и светским наукам, родному языку. И кто знает, может, дядя Камиль надумает здесь обучать вас хождению по канату.